Здравствуйте! В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях среды. С вами Василий Радченко. Смотрите в программе. Жители Ленска всколыхнуло видео настоятеля местного храма, который оказался на волоске от смерти из-за коронавируса. Как протекала болезнь, скольким соседям по палате также повезло, а кому нет. В материале через несколько минут. Мирнинский район готов к отопительному сезону на 90%, когда жителям ждать подачи тепла. Нерюнгринский медколледж представил проект, который выведет на новый уровень профподготовку ребят уже со школьной скамьи. Смерть пациента Алданской районной больницы начала расследовать прокуратура Якутии. В ходе проверки оценят действия либо бездействие должностных лиц и персонала медучреждения, а также соблюдение законодательства о медицинской помощи. Свое расследование уже ведет следственный отдел Алданского района. Ранее мы сообщали, что в социальных сетях распространилось видео, демонстрирующее, как на ступеньках приемного покоя Алданской больницы скончался мужчина. Министерство здравоохранения республики опровергло информацию о бездействии врачей Алданской ЦРБ. Изначально, была вызвана скорая медицинская помощь к столовой в Кеме, где данный пациент в стадии алкогольного опьянения находился. Скорой бригадой помощи пациент был забран в стационар, провели компьютерную томографию, патологии не выявили, поставлен острый бронхит, алкогольное опьянение, пациент отпущен домой. К сожалению, с территории больницы он не вышел, пришли его знакомые, где продолжалось распитие спиртных напитков. Пытались транспортировать его домой, на что мужчина очень агрессивно ответил. После этого, он остался также, заходя на территорию несколько раз. В итоге фельдшер скорой помощи в 7 утра обнаружила его мертвым. На вскрытии заболевания печени. Дальше проводится служебное расследование, экспертиза, по результатам которой мы дадим дополнительную информацию. На сегодня 42 природных пожара действуют на территории Якутии. За сутки возникло 3 новых, и силами 433 огнеборцев удалось ликвидировать 12 возгораний. Для этого задействовали более 70 единиц техники. Таким образом, площадь активного горения в регионе сократилась до 80 гектаров. Тем не менее, остается вероятность задымления в 15 населенных пунктах, находящихся на территории города Якутска, Тампонского, Намского и Мегино-Кангаласского районов. Между тем, в Мирнинском районе, наоборот, количество термоточек выросло до 245. Такую информацию предоставили в районной администрации. По состоянию на сегодня в районе действует 15 очагов лесных пожаров. Отмечается, что самый крупный действует в 48 километрах от села Маркока. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Прогнозируется 4-й класс пожарной опасности леса. В китайской столице Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного COVID-19. Последние 2 человека выписались из больницы. За все время распространения инфекции было зарегистрировано 935 заболевших. Сейчас в столице Поднебесной действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля. В частности, носить маску на улице не обязательно. Однако это разрешение не распространяется на людей, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места. Ученые дали прогноз по второй волне коронавируса. Они считают, что в случае роста заболеваемости осенью и зимой последствия не будут столь тяжелыми, как весной этого года. На сегодняшний день в России уже отработаны основные схемы профилактики, а иммунная прослойка по ряду городов выше даже, чем в зарубежных странах. Поэтому такой вспышки смертности ожидать не стоит. Однако избежать угрозы можно только при условии, если граждане продолжат соблюдать меры личной безопасности и гигиены. Также, по мнению ученых, осенью заболеваемость коронавирусом может увеличиться главным образом из-за того, что вырастет плотность пассажиров в общественном транспорте, а погода сменится на более влажную и прохладную. Коронавирус унес жизни еще 2 человек за минувшие сутки в Якутии. Лаборатории отработали более 2700 анализов, из них 46 оказались положительными. Такова последняя информация оперативного штаба, которую в ходе ежедневного брифинга озвучила министр здравоохранения республики Елена Борисова. Из 46 новых случаев в Якутске 22 заболевших. В Оленёкском районе 5 новых случаев, в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Татинском по 3 больных, в Хангаласском и Нерюнгринском районах по 2 и единичные случаи в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском,
Вилюйском, Горном, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. А сейчас наши коллеги из Ленска расскажут историю человека, переболевшего COVID-19. Вирус протекал в сложной форме, и врачи не исключали печальных последствий. Материал Ксении Журавлевой о судьбе настоятеля храма, отца Анатолия. Дорогие братья и сестры, здравствуйте. Сегодня перевели меня из реанимации в общую палату пульмонологии. Полегче мне стало. Хотел всех поблагодарить за молитвы. Эти страшные кадры облетели мессенджеры линчан меньше месяца назад. Новость о том, что настоятеля местного храма рейсом санавиации отправили в Якутск в тяжелом состоянии, породила множество слухов. У отца Анатолия нашли коронавирус. За несколько дней были поражены 90% легких. То состояние, в котором я находился, мне вообще никогда близко даже не переживал. И мне было чудовищно плохо. Если бы мне в этот момент сказали, что я сейчас вот умру в течение часа, я, может быть, не сильно бы расстроился бы, потому что мне хотелось вообще, чтобы каким-то образом это состояние перестало во мне быть там. Жуткая тошнота, кашель, ломота в груди – лишь малая часть того, какие муки испытывают люди, получившие этот диагноз. Отец Анатолий попал в маленький процент тех, у кого болезнь протекала в тяжелой форме. После такой выживают немногие. Теперь в его доме стоит дорогостоящий аппарат, производящий кислород. Им настоятель Ленского храма вынужден дышать несколько раз в сутки. Сам отец Анатолий сравнивает болезнь с лотереей. Неизвестно, кому повезет. Дедушка 82 года. Тяжелый, вообще тяжелый. 82 года, представляете? То есть я, конечно, на него смотрю и думаю, что у него шансов нет выжить. Вот у дедушки, потому что 82 года, у него тяжелейший ковид, он в реанимации лежит, задыхается. Ему раз через какое-то время стало легче. Его переводят в обычную палату. И тут же вот после этого дедушки кладут ко мне парня 42 года. Молодой мужчина. Он как раз не был ни толстым, ни каких-то... я его близко не знал, чтобы есть хронические заболевания, нет. И он тут же в этот же день умирает. По статистике, люди с лишним весом чаще всего подвержены заражению. Те, кто побывал на грани жизни и смерти, но каким-то чудом выжили, сравнивают это состояние с кессонной болезнью подводников. У людей начинаются галлюцинации, острая нехватка воздуха. Медики предостерегают, этот осенний сезон может быть опасен. Диагноз COVID-19 в совокупности с обычным ОРВИ могут привести к печальным последствиям. Своевременная вакцинация от гриппа поможет этого избежать. Закуплена вакцина совершенно другая, отличная по структуре от предыдущих лет. Поэтому люди должны обязательно привиться в этом году, потому что те, кто не болел последние годы, они не болели потому, что в популяции создалась хорошая иммунная прослойка. Не забывайте о правилах, уже известных всем с весны этого года. Носите маски, мойте руки с мылом и старайтесь соблюдать дистанцию. От вас зависит не только ваша безопасность, но и, возможно, чья-то жизнь. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Между тем, первые рециркуляторы поступили в школы Якутска. Партия состоит из 500 приборов. Также началась установка тепловизоров для измерения температуры учеников и педагогов. Первыми оборудование получат школы номер 2, 5 и 26. Тепловизоры установят во всех 52 школах города до конца августа. Ранее наш телеканал сообщал, что рециркуляторы позволят ученикам школ в столице республики не носить маски во время уроков. Более 62 тысяч школьников младших классов обеспечат горячим питанием в этом учебном году в Якутии. Объем федеральной субсидии составил более 419 миллионов рублей из расчета 75 рублей 79 копеек на одного ребенка в день. Однако работники образования говорят, что в Якутии средняя цена питания выше. Откуда и как будет финансироваться оставшаяся часть, узнала наш корреспондент Ульяна Шагина. Каким должен быть ежедневный рацион у ребенка, Виктория Кантоева знает не понаслышке. Организованный 3 года назад ее проект «Перемена» для детей с избыточным весом сегодня обрел небылую популярность. Звонят даже из других городов России. Так получилось, что аналогов проекта в стране нет, хотя проблема детского ожирения сегодня довольно распространенное заболевание. Привлекли несколько наших родителей и провели зимой, получается, большой родительские рейды в школах, охватили более 10 школ города Якутска. И картина весьма серьезная, есть много проблем. В первую очередь это в столовых много выпечки, хлебобулочных изделий, чай обязательно сладкий, хлеб белый. В коридорах стоят автоматы, ларьки.
со сладостями тоже, то есть все в доступе. Мороженое, шоколадки, все что угодно. У ребенка всегда карманные деньги, и может он на голодный желудок всегда постоянно есть мороженое, и это все превращается в жир. Ранее говорилось о том, что помимо обязательного горячего питания младшеклассникам улучшат и качество рациона. Хотелось бы, чтобы было здоровое питание, чтобы давали фрукты. Ой, вообще, если посмотреть по меню, оно же должно быть разнообразно. Там должно быть молочка, фрукты, это вот то, что Санпин требует. Ну, в данное время, по-моему, в некоторых школах такого нету. А в вашей школе? Вот в нашей школе, это у нас северная школа была. По крайней мере, конечно, там нету. Но в этой школе, не знаю, посмотрим. В новую школу то есть идете? Да, в новую школу идем. Ага. Обычно что дают? Пельмени, да? Булочки давали какие-то, ну вот что-то такое, вот макароны с котлетой бывали. В региональном министерстве образования пояснили, что в данное время в разработке находится так называемое единое меню для школьников. При этом принципиальных изменений в рационе не предусматривается. Как и ранее, школьники будут питаться по Санпину. В настоящий момент по субъектам идет работа по разработке единого типового меню. Там ничего тоже принципиально такого? Ничего принципиально нового нет. Допустим, какие-то потребности вот специально для северных детей? Но я хочу отметить, что при разработке меню различные наборы продуктов питания, в том числе местная продукция, рыба, оленина, жеребятина, они учитываются. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных организациях разрешают вводить в меню, значит, местную продукцию. То есть новшества в этом нет. При этом родителям все равно придется платить за питание. Федеральная субсидия в 75 рублей и 79 копеек. Это усредненная цифра по России. Причем она рассчитана только на однократное горячее питание. В Якутии же порядка 98% младшеклассников охвачены двухразовым питанием. При этом ежедневный рацион варьируется от 117 рублей до 290 рублей в зависимости от района. Чтобы было понимание, что в каждом муниципальном районе будет своя стоимость горячего питания, однократного и двухкратного горячего питания для обучающихся. Поэтому мы проводим уже на протяжении многих лет разъяснительную работу, что стоимость питания формируется из нескольких источников в обязательном порядке. То есть питание будет формироваться не только за счет федерального бюджета, но и республиканского. Помимо этого свою лепту внесут муниципальные бюджеты, внебюджетные источники и, конечно же, родители. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с гендиректором Русгидро Николаем Шульгиновым. На повестке стояло более 10 вопросов по строительству электросетевых объектов в Южной Якутии и модернизации энергосистемы нашего региона. Были конкретизированы предложения о строительстве электростанции в поселке Депутатский и переводе дизельной котельной ТЭЦ в поселке Чульман Нерюнгринского района на газ. Особое внимание уделили вопросам надежности теплоснабжения и реконструкции изношенного теплового хозяйства города Якутска. Кроме того, в связи с запуском «Силы Сибири» Якутия планирует начать работы по поэтапной газификации Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов, а также внедрение альтернативной энергии в арктической зоне. Сейчас в Тикси заканчивается крупнейший проект совместно с японской стороной, Русгидро, Республикой Саха-Якутия, Саха-Энерго по созданию комбинированной ветродизельной установки. Проект, который не имеет аналогов в нашей стране. Мы надеемся, что в октябре он будет завершен и состоится уже его окончательный запуск. И в случае успешной реализации данного проекта, его успешное такое начало работы, мы рассматриваем возможность реализации таких уже проектов и в других населенных пунктах республики. Также шла речь о том, чтобы рассмотреть возможность перевода на СПГ ряд дизельных электростанций, которые существуют сегодня в системе Саха-Энерго. Реализацию первых проектов, основанных на принципах бережливого производства, завершили в Якутии. Их создают в рамках проекта госкорпорации «Росатом. Эффективный регион». О промежуточных итогах и планах на развитие Юрий Осипов. Якутия подключилась к проекту «Эффективный регион» в октябре прошлого года. Уже в начале этого года на базе 4 предприятий республики начали реализовывать проекты на основе принципов бережливого производства. Основные цели
эффективного региона – это повышение качества предоставляемых услуг гражданам, это распространение принципов бережливого производства, которые основаны на постоянном улучшении и сокращении потерь во всех процессах. Рассматривается любой процесс в организации или на предприятии, и путем устранения и выявления всех видов потерь сокращается его время протекания. Одним из пионеров проекта «Эффективный регион» в Якутии стало акционерное общество «Водоканал». Здесь в начале 2020 года взялись за реализацию сразу 4 проектов. Сегодня 3 из них на стадии завершения, а проект по оптимизации сбора платежей уже реализован. В рамках этого внедрено направление квитанций в электронном виде. Это позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на получение квитанций и оплату счетов. У нас квитанции, например, человек не получал по электронной почте. А сейчас он получает, и у нас сокращение вот этого процесса, оно существенно сократилось. То есть если человек раньше тратил время на то, чтобы приехать в центр обслуживания населения, который у нас находится в Сбербанке, чтобы получить эту квитанцию, он затрачивал около 3 часов. А сейчас, получается, это практически за 5 минут все это делается. Поэтому вот этот проект у нас реализован полностью. Весной этого года к проекту присоединился Якутский автодорожный техникум. Здесь сегодня работают над тем, чтобы упростить процессы документооборота при поступлении и завершении образования. Если мы рассмотрим этот процесс, конечно, это же требует времени по приему документов, оформлению, выдаче документов, по оплате, по составлению договоров, по выставлению счетов и так далее. Да? Значит, внедрение бережливого производства позволит нам в разы сократить время и повысить культуру обслуживания наших клиентов. Основная задача проекта «Эффективный регион» – повышение производительности труда и рентабельности производства. И количество его участников постоянно увеличивается. На сегодня это уже около 20 предприятий и организаций, в которых реализуется около 40 проектов. В планах внедрить проект во все отрасли республики. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии объяснили, когда начинается отопительный сезон. Итак, согласно постановлению правительства, он стартует со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже плюс 8 градусов Цельсия. Речь идет именно о среднесуточной температуре наружного воздуха, а не в вечернее или в ночное время. Так, к примеру, срок начала отопительного сезона в Якутске – 9 сентября. В прошлом году он начался 7 сентября. В первую очередь отопление подается в школы, детские сады, медицинские учреждения, а затем и в жилые дома. Отметим, что отопительный сезон уже начался в арктических районах республики – в Алайховском, Анамбарском, Булунском, Нижнеколымском, Оленёкском и Устьянском районах. Подготовка к отопительному сезону в Мирном завершена на 90%. Первым делом будут подключены общеобразовательные учреждения и больницы. Власти города обещают, что срывов в подаче тепла не будет. Подробности узнаем у Марфирины Алексеевой. Подготовительные работы к отопительному сезону практически закончены. Готовиться к холодам начали еще весной. Замена труб, техническое обслуживание систем, произведена замена насосного оборудования. В общем, было выполнено более 200 ремонтных мероприятий. Подготовлены котельные. В данное время действует котельная промзоны. Подготовлена котельная северо-восточная к запуску. Значит, к концу этой недели она будет уже запускаться по информации от ООО ПТВС. По электрохозяйству это у нас западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго». Все трансформаторные подстанции, значит, сети электроснабжения тоже также отремонтированы, готовы к запуску к новому сезону. В этом году была решена давняя актуальная проблема. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение всего города, было решено заменить и поднять из-под земли ветхие трубы центральной магистрали. Для этого на рудовозной дороге был сооружен надземный переход. Это должно предотвратить проблему образования наледи и разлива грунтовых вод. Новшество и улучшение качества системы горячего водоснабжения обеспечено и для жителей поселка Газовиков. Здесь произведена замена ветхого насосного оборудования. Мы поменяли насос на более мощный, на горячее водоснабжение, чтобы улучшить качество горячей воды. Из-за того, что очень мало потребителей горячей воды, расход был очень маленький и вода застаивалась, то есть приходил в некачественный вид. Надеемся, что с увеличением циркуляции воды вода будет более качественной.
Подача тепла к объектам здравоохранения, социальной и образовательной сферы планируется 2 и 3 сентября. А 7 и 8 сентября теплом обеспечит жилой фонд и промышленные предприятия. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. 270 жителей Якутии трудоустроят на Чииндинском месторождении. Наши специалисты будут работать в Ленском районе по проекту «Местные кадры в промышленность». Желающие могут подать заявки в региональный государственный комитет по занятости населения или направить документы на рассмотрение подрядным организациям «Строй-Транснефтегаз». Глава республики Айсен Николаев сообщил, что первые 59 специалистов отправились на месторождение сегодня, 26 августа. Сейчас ведется совместная работа с такими компаниями, как «Алмазы Анабара», «Газартстрой» и «Строй-Трансгаз», «Трубопровод Строй». Нерюнгринский медицинский колледж представил проект, который выведет на новый уровень профподготовку ребят уже со школьной скамьи. Площадка получила название «Траектория выбора. Школа, колледж, производство» и была представлена во время августовского совещания работников образования, которое проходило в эти дни. Тамара Игнатьева разбиралась в тонкостях предложенного нерюнгринцами процесса. Взаимодействие предполагается через новые модели ранней профильной профессиональной подготовки кадров по коротким программам различных моделей. Участники мероприятия подняли проблему разработки механизма создания различных моделей интеграции системы общего и среднего профессионального образования. Вторая наша проблема, которая должна будет решаться, это на уровне республики. Создавать на базе наших колледжей, техникумов, республиканские экспериментальные площадки именно по реализации вот этих новых моделей и содержании сетевого взаимодействия по профильной подготовке школьников. Следующая наша проблема – это привлечение муниципальных органов управления образования к тесному сотрудничеству и общему взаимодействию также в указанном направлении. Экспертами мероприятия стали представители Министерства образования и науки, районных управлений образования, дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учреждений, а также потенциальные социальные партнеры, работодатели. Они представили для обсуждения лучшие практики взаимодействия школы, колледжа и техникума в данном направлении. С 2019 года мы реализуем наш проект по подготовке школьников Нерюнгринского района по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. На сегодняшний день у нас обучаются 4 школы Нерюнгринского района. Всего у нас обучается 51 слушатель. В 2021 году в марте мы планируем первый выпуск наших школьников. То есть по окончании они у нас получат, как мы уже говорили, свидетельство о подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Ну и по возможности, если пандемии у нас не будет, то, конечно, они получат skills-паспорт, сдав демонстрационный экзамен. Организаторы и участники мероприятия, а их было более 100 человек, уверены, что в результате решения имеющихся проблем будет подготовлен специалист, мобильный, лучше адаптированный к системе профессионального образования и производственной деятельности, который имеет опыт практической работы. Также повысится качество подготовки кадров и будет гарантированное трудоустройство выпускников среднего профессионального образования. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Российские оружейники предстали во всей красе. В эти дни в Московской области в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2020». Особое внимание организаторов уделено выставке. Она собрала 28 тысяч единиц вооружения. Это и оружие современного боя, и автоматы, есть даже охотничьи карабины, военный транспорт, представленный в широком ассортименте, и новые беспилотники. Мероприятие объединило специалистов в области вооружения и тех, кто интересуется высокотехнологичными разработками отечественной оборонной отрасли. Посмотреть на демонстрацию военной мощи России приехали свыше 90 делегаций из разных стран мира. Но «Армия-2020» – это не просто выставка. На форуме также проходят мероприятия патриотического воспитания. Это, например, экскурсии в главный храм вооруженных сил или работа выездного пункта отбора на контрактную военную службу. Форум также является и мощной научно-деловой площадкой, где выстраиваются стратегии развития регионов России. Так, одна из сессий была посвящена теме авиации. Авиационной общественностью было отмечено, что авиакомпания «Якутия» проявила очень высокую активность в период пандемии. Речь идет о вывозных рейсах и перевозках сотрудников с места рождений. И на этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.